Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Александр Петрович Порчунов, организатор создания в Саранске музея Владимира Семеновича Высоцкого и один из организаторов открытия памятника Владимиру Семеновичу Высоцкому. Я напоминаю, что наша инициативная группа обращает к региональным властям наши пожелания о том, чтобы в центре Саранска был открыт музей памяти жертв репрессий, памятник жертвам политических репрессий. На стенах домов, где проживали, где было последнее место жительства репрессированных, которых уводили на расстрел, чтобы там были открыты мемориальные доски, чтобы открывались архивы, связанные с политическими репрессиями. Было обнародовано географически точное месторасположение всех засекреченных массовых захоронений жертв политических репрессий. И чтобы на месте уже обнаруженного массового захоронения у богоявленских родников на юго-западе Саранска, где обнаружено примерно нахождение около 700 останков тел, чтобы там это место было облагорожено, там был создан, возведен мемориальный комплекс, и туда ходили экскурсии, и там были и списки, информация о тех, кто там был репрессирован. И, Александр Петрович, вот расскажите, пожалуйста, вначале несколько слов о себе, как вы вместе с друзьями создавали музей Владимира Семеновича и памятник открывали. Пожалуйста. Ну, первое, мы не музей создавали, не памятник. А клуб. Да. Первое, мы в 98 году организовали клуб любителей творчества Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, цель организации этого клуба была просто, будем говорить, встряхнуть память и рассказать тем, кто не знает, кто такой Владимир Семенович, познакомиться с его творчеством и вообще и нам пообщаться. Очень даже было уютно и хорошо. Но как уже можно высчитать, 20 лет прошло с момента, будем говорить, как, вернее, 21 год на сегодняшний день, как организовался этот клуб. Вот. Сейчас я, в силу, будем говорить, всяческих обстоятельств, и в том числе и возрастных, я ведь уже древненький, вот, ушел от организации всех дел, там занимаются другие люди, и неплохо, наверное, занимаются. Вот сейчас 30 числа совместно с работниками театра они провели фестиваль, 11-й фестиваль, посвященный дню рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Регулярно проводится, будем говорить, и 25 июля в парке встреча у памятника, там и на эстраде концерт дается в его честь. Люди приходят, кто любит, и надо сказать, что многие, очень многие жители Саранска и гости Саранска приходят и получают, я бы сказал, даже наслаждение от этих дел. А где находится музей? Музей находится на улице Энгельса, дом номер 25. Вот. Если кто желает его, то, пожалуйста, обращайтесь. У нас, будем говорить, ну, как сказать, самый главный экскурсовод – это Светлана Александровна Ламбина. Телефон ее 35 27 90. Звоните, и она вам с удовольствием расскажет не только о клубе музея, а точно Высоцкого. Хотите, она и про Есенина расскажет, и про Эрзю. Это вообще уникальный человек. Будем говорить, это про нее можно отдельную передачу делать. Ну, возвращаясь к нашим делам. Наш клуб, будем говорить, мы с подачи мемориального нашего музея трудовой боевой славы получили памятник. С их подачи, это, будем говорить, они все это зачали. Вот Владимиру Семеновичу Высоцкому. Такие памятники, надо сказать, он не уникальный. Такие они делаются в Кропоткино, в программе «Аллея российской славы». И мы получили его бесплатно для города, подчеркиваю. Город только помог, вот такая организация есть, «Молодая гвардия», под крылом «Единой России». Они помогли с транспортом, с погрузкой, там все как надо. И все, мы это дело установили в парке. Пожалуйста, приходите, смотрите. В Пушкинском? В Пушкинском парке, да, совершенно, да, я имею в виду парк. Вот. Что касаемо музея. Музей создавался, в основном это были архивы
Геннадия Павловича Тюрина, самого главного основателя нашего организатора, царство ему небесное, клуба. Цикалов Владимир Константинович, много материалов отдам. Ну, и я тоже немножко там подсыпал. Вот. Музей на общественных началах. Спасибо руководству города и лично Тултаеву Петру Николаевичу, что выделили нам помещение. Конечно, будем говорить, ну, сложновато самим собирать деньги, поскольку у нас мы концерты давали всегда бесплатные. Пожалуйста, народ, приходи. И приходится, ну, где-то искать денежки, пытаться собирать, и будем говорить, с протянутой рукой даже где-то ходить. Но ничего, кто ищет, тот добьется. Вот. Что касаемо еще, будем говорить, про памятник сказал, про музей сказал, про клуб сказал. Ну, а про себя что говорить-то? Вот он я, весь тут. Да. Слушаю вас. Вы потомок раскулаченных. Нет, я не совсем раскулаченных, это загнуто немножко. Будем говорить, это бабушка рассказывала у меня. Я потомок, я сейчас расскажу про потомство. Вот. В Макаровке жила, у нее была перина. И вот из-за этой перины ее пытались местные, как сказать, это комитет бедноты раскулачить. То есть они отнять ее пытались. Но я также имею отношение и к... как сказать, его посадили лет на 8, по-моему. Он отсидел. Это мой дядя, Богатырев Федор Яковлевич, тоже из Макаровки. Он смолол 2 мешка зерна на муку, без справки, без разрешения. И его за это дело упекли на Беломоро-Балтийский канал строить. И он там провел, ну, я уже не помню, сколько лет, будем говорить, ну, простите меня. То есть вот. За экономическое преступление ему дали не штраф, а впаяли как убийцы, да, получается, такой огромный Причем срок? убийцы? Нет, нет. По 10 лет? Нет, ну не 10, лет 8, наверное. Ну это сроки Но он какие? мужик работящий, будем говорить, был. Он там доработался до, как десятника, или кто там, как он, у них там были, да, десятники там. Десятники, вот, бригадиром был. И когда он свой срок отсидел перед войной, уже там все это отработал, не отсидел, а отработал, работали они там, то война началась, его в армию, естественно, и он прошел всю войну. В этом, будем говорить, потом он, вспоминая это дело уже на бумаге, у меня сохранился его дневничок такой, написанный после войны, естественно. В войну нельзя было писать этих вещей. Вот. Он, значит, описал довольно-таки, будем говорить, тяжелую сторону войны. Правду писать о войне тогда было нельзя. Хвалить-то, да нет, переукрашивать войну нет, туда можно нельзя было писать вообще ничего, потому что это, будем говорить, секреты как уже войны. Секреты, да, то есть для шпионов находка была. Так вот, он это дело писал, и мы изложили это дневник рядового. Маленькая такая книжечка, ну, брошюрочка маленькая, будем, издали. С Цикалом Владимир Константинович оформил там и стихи Акуджава, Высоцкого, ну, соответствующие там все это дело. Окопная правда о войне была. Совершенно верно, да. Он служил даже у Рокоссовского там был и так далее. Хотя за войну он получил награды, там все как положено, медали, все много, порядка 8 штук там у него есть, это медали, все. И он в бессмертном полку, вот здесь вот сейчас я это дело оформил, он и сын его Николай, который в 17 лет убежал на фронт, и они в Берлине в мае 45-го года встретились, будем говорить, и на колонне Рейхстага там свои, будем говорить, оставили росчерки. Воссоединилась вот, семья? Да, там они. Таком... Вот, так что все у нас как вроде бы немножко и хорошо. Семья связана с историей у вас очень, напрямую. Очень у нас. Со всеми событиями. А практически во всем Советском Союзе все связаны с историей были. И войны, и всего. Это же история, она есть история. Вот сейчас, будем говорить, разные мнения ходят, слухи, потому что, будем говорить, наше общество как-то потихонечку расслоилось. Не только на бедных и богатых, а на всяких либералов и националистов даже, будем говорить прямо, и
прочих так, демократов. Чего только С нет. какими неприязнью вы произносите? Да И нет, потому что, будем консерваторов, говорить, реакционеров, и монархистов. нет, идеологии как таковой вот не империалистов. чувствуется, что вот будем говорить, вот был я, И хорошо, что не чувствуется, что у каждого своя точка ну и зрения. плохо. Пришел я в школу 25 числа, Тоталитаризм. 43-й лицей это. Ага. Выступая перед школьниками, там про Владимира Семеновича Высоцкого, рассказываю, все хорошо, они такие внимательные, хорошие, нормальные ребятишки-то. Я им рассказываю, говорю, так и так вот, ВЛКСМ, вы знаете, что такое ВЛКСМ? Нет, говорит, не знаю. Я учителям говорю, ну как же вы, вот это же, ВЛКСМ, это страница истории. Нельзя про ВЛКСМ, не знают. Дальше был случай, когда вот мы рядового книжечку... Александр Петрович, давайте пропустим. Ага, пожалуйста. Когда? Да, пропустим. Когда книгу рядового мы презентовали в музее Полежаева, пришла молодая гвардия. Я говорю, ребятишки, а кто из вас знает, что такое молодая гвардия в Советском Союзе? Они не знают. Они назвали себя молодой гвардией, они не знали, что молодая гвардия это была организация в Краснодоне, которая, будем говорить, боролась с фашизмом, будем говорить, с фашистами, прям натурально, будем говорить. Они этого не знают. Мне стало за них стыдно, говорю, их. Ну, тут пошли такие выражения, все, пи-пи-пи. Вот. Это очень некрасиво и некультурно даже, я бы сказал. Жить в стране и не знать своей истории. Позорище. Потому что, будем говорить, сейчас вся учеба нацелена только на ЕГЭ. Ну, что за дела? А почему не знать, будем говорить, наших героев действительных, которым не только памятники поставлены, но и которые просто жили? Почему не знать вокруг себя? Ведь очень много, будем говорить, вот сейчас вы боретесь за то, чтобы поставить памятник. И здесь Саранский расстрелянным, ну, жертвам репрессий, как вы говорите. Ну что ж, правильно. Памятники должны быть всякие. Будем говорить, царей тоже как у нас костерили. Но когда вот я в Иркутске был, посмотрел, стоит памятник Александру. Какой по номеру он там был? Первый, по-моему. Не знаю. Колчаку стоит памятник. Это, будем говорить, Колчак. Он же вроде бы как враг Советского Союза-то был бы. Не Союза, России был бы. Но тем не менее, он же был еще и выдающийся товарищ, который что-то полезное сделал для России. И патриот, просто с другой идеологией. Но Да. также он любил родину, Ну, и не меньше, А чем... царь? Зачем царю-то? Давайте в Севастополе стоит памятник Екатерине. Это же красота. Ну почему это? Ведь не ради красоты делают памятники-то. Что вот такой, ах, какой он красивый. Нашему вот Ушакову поставили тут памятник. Хороший памятник, молодцы. Но ведь есть и площадь Ушакова в том же Севастополе. Там площадь Суворова, площадь Ушакова. Вот. А Но, для правда, чего? там бюст. Для чего вообще нужно ставить памятники? А памятники, да хотя бы для того, чтобы, будем говорить, это память. Вот говорят, кто не помнит, тот ничего, будем говорить, нуль. А памятник, он напоминает, он уже дает людям информацию о том, что даже вот для детей, школьников, он пройдет и увидит, что это такое, что за дядька там стоит. Ведь вот у нас поставили памятник, будем говорить, Первой войны. Вот этой. Первой мировой. Да, мировой войны. Солдатик стоит с винтовочкой, с трехлинеечкой-то. Это же тоже уже, будем говорить, это память. И у нас, будем говорить, давайте так, из Мордовии там же очень много было, будем говорить. Призывались люди. Хотя, будем говорить, люди шли, там какая идеология была? Да нет, ничего, какая идеология. Призвали рекруты вперед, как всю жизнь в России. Отдали, пошел. Но я думаю, те, кто ходил, тоже многими двигало те же чувства, когда люди шли на фронт 22 июня 1941 года. Да это Также они защищали Родину. Естественно. А уж то, что мы сами ввязались в эту Первую мировую войну, первую, но Ну, это опять у каждого своя точка будем зрения. говорить, давайте так. Да. И сейчас мы много куда ввязываемся. Да, это мы... может, где бы и надо было ввязаться. Вот, Александр Петрович, вот вашего человека, которому, конечно, вы разбираетесь намного лучше, чем я, Ну, намного, в 100 раз. Вот я хотел бы процитировать
цитату, как бы последнюю четверостишие из песни Владимира Семеновича Высоцкого, Да. которая называется «Побег на рывок». Вот он так заканчивает. Есть такой. Который, мне кажется, очень Ну, о нас. попробуй, да. Все взято в трубы, перекрытые раны, краны. Ночами только воют и скулят. Что надо, надо сыпать соль на раны. Чтоб лучше помнить, пусть они болят. Ну, пусть они болят, да. Про раны это точно будет. Но это раны, это не раны, а память наша, будем говорить. Надо сыпать соль на память. Чтобы память-то у нас была, будем говорить, немножко не под ЕГЭ заточенная. А некоторые говорят, что это мешает нам восхищаться своей страной. Вот это страшная Да правда. не надо вот это, некоторые говорят. Некоторым впарили мозги. Я будем даже скажу, говорить. большинство так говорит. Так нет, им впарили мозги. И будем говорить, самое, что обидное, будем говорить, вот я, ну, в силу своего возраста, я уже древний, второй раз повторяю, вот, сейчас вкатили в глаза доллары. Вот это главное. То есть богатенькие, все успешные, остальное все по боку. Будем говорить, а ведь это не все. Сейчас все меряется, сейчас даже возьмите любовь. Это уже слово скоро исчезнет, по-моему, у нас. Потому что женится, так, у него квартира, у него машина, так можно за нее замуж выходить. Так, ой, у нее там папа, та-та-та-та-та, давай я тоже с деньгами. Тоже выхожу замуж, женюсь. Это же вообще, будем говорить, извращение, самое натуральное. Вот это меня возмущает. Будем говорить, сейчас редко встретишь, когда вот девчонка с мальчишкой встречаются действительно как-то, ну, по любви, так будем говорить, так. Ну и в 19 веке такое было в произведениях. Те же самые. Нет. И некоторые им двигали. Это 19 век, 20-й не будем путать века, а просто человеки-то остались человеками. Даже чтобы, будем говорить, у людей была просто чисто любовь. Тогда будет это дело, и дети пойдут. И рождаемость не надо будет повышать, она сама взлетит на небеса. Конечно. Александр Петрович, вы профессионал в создании музея. А вот как считаете, если создать... Нет, не профессионал. Ну, подумай. Ну, дилетант, но профессионал, по сути. Ну, так как ладно. вы посвятили себя. А если вот создать музей памяти жертв политических репрессий, то как бы вы думали, стоило бы его организовать и внутри он должен быть устроен? А я вам скажу, как это. Это просто. С моей точки зрения, просто, будем говорить. Должно быть наличие человека, который, будем говорить, этим делом был заряжен по полной. Вокруг него организуются такие же подобные люди. Люди эти, которые, будем говорить, поверят в эту мысль и будут, будем говорить, все для этого делать, не считаясь ни со временем, да даже и с деньгами, так, будем говорить, туда и вперед, и делать. Потом, как его организовать? Это, опять же, без участия, ну, как сказать, это руководства города, ну, если считай город Саранск там, или республики там, ну, как получится, будем говорить, ничего не получится. Это только кто-то частный, может быть, музей сделать, и все. Вот, например, в нашем музее есть вещи Калининой Розы Петровны из Выборга. Она уже, к сожалению, померла, Царствие Небесное. Она первая в России организовала частный музей Высоцкого у себя. И она многие нам материалы передала. В каком городе? Выборг. Вот. Под Ленинградом это говорит. Она приезжала сюда, у нас была связь с ней хорошая. С удовольствием она сюда приезжала, будем говорить. И была в восторге от того, как у нас тут все это дело построено. Вот. Уникальная женщина, но про нее тоже можно отдельную передачу делать. Так, вот. А музей жертвам, я так думаю, не надо упор делать на то, что вот эти жертвы, чтобы там Сталин виноват, или т-т-т, д-д-т. Да нет, это время такое, надо сказать, было. Потому что, будем говорить, время делает. Как ураган? Как что-то такое не связанное? Нет, ну, насчет урагана не знаю как, но, будем говорить, Сталин вообще фигура неоднозначная, будем говорить. Я, например, очень даже его, ну, как тебе сказать, не оправдываю, ничего, не имею прав таких оправдывать, все. Но мне нравится, будем говорить, что при нем было сделано. То есть, ведь результат-то налицо. Промышленность, сельское хозяйство, все. И практически мы
пришли к космосу, ко всему. Это все благодаря тем началам, которые были сделаны в те годы. Александр Петрович, но если мы будем рассматривать репрессии и вот такое отношение, что к человеку за перину какие-то алкоголики, нацепив на себя вывеску, что мы комитет бедноты, могут репрессировать, что человека за экономическое преступление, за которое его надо оштрафовать, там в сумме двукратно, его сажают на 8 лет. Если мы будем считать, что это всего лишь какой-то такой тайфун, бедствие, ураган, то мы не сделаем уроки. А если мы посчитаем, что нельзя допускать, чтобы вот такого типа власть была, чтобы такого типа экономические, политические решения были, тогда но мы не уйдем от вопроса, кто создал такую систему, в которой можно вот так относиться к людям, так их репрессировать, а тем более какие массовые. Только официально около 1,5 миллиона расстрелянных, более 13 миллионов в голоде по всей стране, там даже до 15, если во время войны. Потом около 15 миллионов были депортированы, то есть людей изгоняли из своих мест. А какая гибель была в ГУЛАГе? Если мы говорим, что нет, что тот, кто создал такую систему, большевики, если нельзя их так вот демонизировать, тогда мы оказываемся, вот мы не можем сделать правильное решение. Мы говорим, там не сказать, что плохие, практика, вот их политика плохая, а те, кто создавал эту политику, нельзя их охаивать. Вот Нет, так и вот сейчас нам трудно принять исторические решения и так вот, давайте оценку. Так. Во-первых, чтобы дать оценку и принимать решение, надо сказать, Эмиль, я на это прав, это первое. А второе, будем говорить, давайте так. Сейчас вы считаете, все хорошо, все прекрасно. Все. Поэтому, ребята, читайте газеты. Там нет, да и пишут. То же самое практически-то бывает. Бывает. Не надо говорить, что все у нас так прямо вот сейчас, ай, какие мы такие хорошие стали. Вот тогда были все плохо, а сейчас вот все так. Вы считаете, сейчас примерно так же плохо, как было не плохо, так же, конечно, когда людей плохо. забирали. Сейчас будем говорить, за не перину. будут тебя машину отбирать так сразу и все. Сейчас не будем называть больших там типа Захарченко и так далее имен. Будем говорить, там есть что забирать и надо будет забирать. Потому что, будем говорить, может быть и надо вот у таких товарищей позабирать немножко. А кто определяет, у кого надо забирать, у кого не надо? Да если мы не уважаем частную вот собственность, видите, тогда у мы нас приходим... говорят, что суд определяет. Так вот, суды даже должны быть. Потому что, будем говорить, давайте так, в 90-е годы, что это было? Что, это хуже того, что перинку какую-то там отобрали? Я считаю, это тоже большевистская экономическая политика. А вон сколько у нас заводов, и тю-тю. Это тоже большевизм. У людей просто отобрали собственность. Нет. Это же тоже неуважение Да частной не у людей, собственности. не у людей, у народа. У государства отобрали. Вот общество отдали своим. Вот это большевизм, все. я считаю. Поэтому ай-яй, не надо. Вот если сейчас в наши времена переходить, то ой, грустно станет. Грустно. Уважаю вашу точку зрения, частично не согласен, но вот на Саранске есть место обнаруженное, уже даже в Мордовии 2 места захоронения, а в Саранске на юго-западе у Бугоявленских родников более 500 останков. Николай Андреевич Кручинкин вместе со своей командой поисковиков обнаружил, спасибо ему. Как бы вы считали, нужно ли там возвести мемориальный комплекс и вот это мемориальное кладбище оформить? Это, будем говорить, кто-то решит, я не буду считать ничего, потому что не вправе. Я уже сказал про памятники. Памятники всякие нужны. Вот. Считайте, что надо такой, поставьте, если найдете денег. Это же деньги, все опять упрется сейчас. Вот, поэтому тут надо подумать об этом. Вот, не знаю. И сегодня мы с вами встретились у здания, на котором была мемориальная доска писателю, который там жил. Вот еще стоит ли мемориальные доски открывать? Доски? Как сказать? Вот будем говорить, опять же, Тем, кого уводили на расстрел. Судьба такая меня подкинула. Ночью. 1,5 месяца в Севастополе прожил, вот сейчас я ноябрь-декабрь. Это не город, это музей. Там что не дом, то дощечки. Вам нравится такое, когда ходишь по городу и видишь историческую память? Господи, да пусть будет. Если это делали, значит, надо было делать это. То есть горожане уважают своих
свою историю. Ну, там история, там, ну, в основном там Военные. адмиралы, там, да, что-то генералы, все такие вещи. Ну, военный, город он военный. Значит, Что там? военные уважают Он сам- своих предков. Там военный. Хотя бы вот отраслево. В Министерство обороны были деньги, сделали. Молодцы. Ну, очень даже. А могли бы Чего? потратить на дорогие машины, а потратили на это, поэтому Ой. все равно молодцы, что именно Наверняка это кто-то тратить. потратил, наверное, ну, там Ну, разберутся. хотя бы часть на это. Нет, там найдут люди, куда что девать. Ну, вот такие вот семечки. Так что, И обязательно вот в этом музее памяти репрессированных нужно упомянуть вот именно огромный пласт репрессированных в ходе вот этих экономических репрессий, коллективизация, раскулачивание. И вот обязательно, а то... ну, и- может быть, и да. Потому что это очень миллионы людей прошли, семьи пострадали. Ну, страдали, естественно, от этого. Александр Петрович, Без этого. спасибо вам большое Да, за пожалуйста. поддержку. Ну, ради бога. Мне кажется, нашим зрителям было очень важно узнать вашу точку зрения. Не знаешь, важна ли она для них, эта точка зрения, нужен ли ей. Надо еще и у них спросить. Ну, ладушки, всего вам доброго. Спасибо. Главное, счастья, любви и добра. Как говорил Всем. Владимир Семенович Высоцкий. Да, он писал добра и расписывался. Было такое. И мне тоже написал. Ну, ладно.